Уважаемые соратники, недаром власти в 1993 году запретили государству по Конституции иметь определенную идеологию. Потому что идеология – это не только система взглядов, это оружие за реализацию той или иной модели. Если бы у Российской Федерации была определенная идеология, можно было сказать, что те или иные действия правительства, те или иные реформы, как их называют, или просто заявления политически ответственных лиц не соответствуют идеологии государства, поэтому не могут быть реализуемы, произнесены, и вообще это находится за пределами закона. Но в 1993 году, когда власть в России находилась в руках либералов, которые пошли на вооруженное противостояние своими оппонентами, которые расстреляли из танков Верховный Совет, думали, что на этом, собственно говоря, державный период России завершился. Конституция действительно была написана с помощью американских советников. По этой Конституции России запретили иметь, по сути дела, свое мнение. Плюс международные законодательные нормы имеют приоритет над национальными. Это интересные вещи, которые власти пытаются отставить на второй план. Они говорят, что это не важно, что все идет по плану. Особенно этим любят козырять либеральные политики, чиновники. Они сами себя называют либералами. Я бы их назвал плутократами или компрадорами. Людьми, которые делают бизнес, несовместимый с интересами большинства населения страны или с интересами государства как такового. Но раз они называют себя либералами, будем мы их называть также либералами. Кроме того, наши политические противники, которые сегодня активизировались, и они активизировались, я подчеркну, не с момента возвращения Крыма в Россию или с момента Евромайдана, они активизировались с 2011 года, когда президент Путин, на тот момент, вернее, премьер-министр Путин, заявил о намерении создать новый геополитический субъект Евразийский экономический союз. И на Западе, и внутри России либеральные политики, либеральные сообщества восприняли это как сигнал чуть ли не к возрождению Советского Союза. На самом деле, это создание принципиально нового не только экономического, но и геополитического субъекта. Я полагаю, что в дальнейшем от экономической интеграции мы перейдем к политической и военной интеграции. Мы видим, что блок НАТО, например, уже захватил в себя Украину, поглотил ее, и натовские силы стоят на границах с Российской Федерацией. Логично было бы создать Евразийский военный альянс, например, организацию ЕВА, которая, как первая женщина, дала бы жизнь всему обновленному миру. Я думаю, что к этому мы придем. И именно по этой причине на Путина с 2011 года был совершен колоссальный накат из Запада и изнутри России. Тогда было инициировано болотные волнения, тогда возродилась либеральная оппозиция, которая 10 лет до этого сидела где-то по норам. Тогда даже системная оппозиция, которая сидит в парламенте и получает государственные деньги, решила показать свои зубы, искусственные, я подчеркну, но достаточно острые зубы, и стала шантажировать власть. Мы знаем, что даже партия «Справедливая Россия» щеголяла белыми ленточками, демонстрируя солидарность с силами, которые откровенно требуют разрушения Российской Федерации и смены власти. Вот такая ситуация началась еще, повторю, в 2011 году. 2012 год, выборы президента Путина, которые консолидировали общество и на которых президент получил колоссальную поддержку, также разозлили наших противников. В 2013 году уже полыхнул Евромайдан. Интересный исторический феномен, когда под лозунгами национальной самобытности, самостийности на площади независимости политические силы втянули целый народ в рабскую кабалу к Западу. Эти политиканы, которые называют себя Майданом, народной властью, Радой, а мы их называем киевской хунтой, по сути дела привели народ Гоголя и Шевченко в рабское стойло, привели в кандалах к Западу и теперь пытаются окончательно превратить украинский народ в недонацию, состоящую из гастарбайтеров, посудомоек и проституток. Все они будут на Западе. А территория Украины рассматривается как плацдарм для борьбы с русским миром. С тем русским миром, центр которого составляет Российская Федерация и создаваемый нами Евразийский экономический союз. Мы видим, что
западные центры влияния активно работают и с нашими партнерами по Евразийскому Союзу. Я надеюсь, что этим лидерам хватит личного мужества и исторической мудрости, чтобы не поддаться на эти посылы, потому что свеж пример еще Януковича, позорный пример, как можно потерять власть, как можно поверить своим же врагам и стать просто ничем и никем. Вот это, собственно, эти украинские сценарии, сценарии Югославии, даже арабские сценарии пытаются реализоваться сегодня в России. Я уверен, что в 2015 году объединенная либерал-фашистская оппозиция, включая их западных хозяев и либерально-фашистские структуры внутри страны, попытаются хотя бы начать процесс силового свержения власти. И вот тогда-то приходит час спецназа президента, приходит час политического спецназа партии Родина. Тогда окончательно всем становится ясно, для чего мы всегда выносили на свое знамя идеалы социального патриотизма, идеалы национальных интересов, социального государства, единой политической нации и российской державности. Потому что иначе мы не сможем остаться в этом мире. Если либералы хотели еще в 2000 году уничтожить Российскую Федерацию, вспомните, Борис Ельцин обещал к 2000 году отмену всякого военного призыва. Нет страны, нет армии. Это логично. Но приход Владимира Путина в Кремль изменил эти планы. Сегодня, пользуясь и внешнеэкономическими факторами, и тем, что Соединенные Штаты Америки начали свой такой блицкриг мировой по захвату глобальной власти, эти процессы, кстати, не находят понимания даже в самой Америке, и волнение в Фергюсоне — это только первая ласточка. Сегодня стоит вопрос так: глобальный диктат Соединенных Штатов и плутократия во главе Соединенных Штатов, либо многополярный мир, в котором Россия занимает один из центров силы. Это центр консервативный, это центр традиционный, это центр, где воплощаются подлинные свободы и народов, и граждан, и свободы стран. И национальный суверенитет, которым мы так дорожим, который никогда не отдаем, это то, что пытаются отнять у России уже долгие годы и попытаются отнять вновь. И главным препятствием, помимо президента Путина в нашей стране, должна быть партия Родина. Мы на себя взяли этот статус, эту миссию спецназа президента. Мы взяли своим символом звезду Кремля, символ державности и символ победы над фашизмом. И мы, я уверен, эту миссию исполним. Нам необходимо донести до наших избирателей уже с начала 2015 года, для чего нужна партия Родина. Для того, чтобы люди, которые собираются и дальше жить в России, и хотят жить в России хорошо, достойно, не перебиваться от зарплаты до зарплаты, а планировать свою жизнь, воспитывать детей, устраивать свой быт в соответствии со своими убеждениями и традициями. Что вот для всего этого партия Родина должна одержать политическую победу и совершить великую кадровую революцию. Что достойная жизнь для граждан России возможна не в результате майданов и уличных волнений, не в результате либеральных бесконечных эволюций, которые уносят по миллиону человек в год, а только в результате планомерного и уверенного прихода к власти патриотических сил. Сегодня эти патриотические силы олицетворяются нами с вами, партией Родина. Партия Родина, которая появилась, всегда была патриотической партией. Единственной партией, которая так себя называла и которая всегда декларировала те идеи, те цели и предупреждала о том, что сбывалось в конце концов. Все наши негативные прогнозы сбылись. Мы говорили о том, что неконтролируемая миграция приведет к росту межнациональной напряженности, к росту криминала и к брожению в обществе. Так и случилось. И сегодня власть по нашим рецептам пытается, недостаточно решительно, но пытается решить эту проблему. Мы говорили о том, что единое экономическое пространство должно предшествовать созданию единого политического пространства, и Россия должна вернуться на свою историческую орбиту, на свою дорогу по организации благополучия евразийских пространств. Это сегодня происходит под руководством президента Путина. Мы говорили, что на Украине начнется война,
что на Украине придет к власти фашистская хунта и что надо спасти народ Крыма от геноцида. Так и было, но нам удалось спасти Крым от фашистского террора, и Крым вернулся в Россию с помощью партии Родина. Это наша победа, и это знак того, что мы сможем реализовать и другие наши цели, отстоять Россию, защитить ее, выиграть битву с глобальным аморальным интернационалом, с глобальной либерал-фашистской субстанцией. Нам не случайно ведь либеральные чиновники так борются, в частности, с преподаванием истории в школах. Более того, президент поручал создать единый учебник истории, потом, правда, стандарт немного понизился, поручили создать единые стандарты по учебникам истории. В этом году Министерство образования сказало, что этого не будет. Будет как-нибудь по-другому. Президент сказал, но может не выполнять. Мы это запомнили, и мы об этом постоянно говорим. Учить историю надо не просто потому, чтобы быть или слыть образованным человеком, а потому что история дает нам алгоритм понимания процессов. Зная историю России, зная, какие тяжелые времена мы прожили, и в каких тяжелых ситуациях мы выстояли и победили, каждый человек понимает, что мы выстоим и в этот раз. И ситуация еще далека от критической. Но если лишить народ исторической памяти, с этим народом можно делать все, что угодно, как сегодня происходит, кстати, на Украине. Нам говорят, что Великая Победа 1945 года – это прошлое дело. И в 2015 году, я уверен, вы еще услышите от многих либералов слова, что хватит носиться с этой победой, ветеранов мало, давайте говорить о нынешних поражениях. Но победа 1945 года – это сакральная победа. В былые времена такие события входили в священные тексты народов, и их отмечали в дальнейшем как религиозные праздники. Нам, русским, повезло. Если такие великие победы у других народов в прошлом, то мы, русские, их пережили, их помним, я уверен, еще совершим. И этот герб победителей, он жив. Он задавливался 20 лет, но в этом году, благодаря Крымской весне, благодаря Русской весне, благодаря таким событиям, кровавым и трагическим событиям на Украине, ген победы и ген антифашистского сопротивления памяти наших предков, он возродился. Мы знаем это по себе, по нашим друзьям, по нашим соседям. Мы видим, как с гордостью носят уже не только георгиевские ленточки на 9 мая, но и пилотки, ватники. Да. То, над чем смеялись либералы, стали символами сопротивления и русской победы. Я приведу пример своей семьи. У меня маленький сын пошел в этом году 1 класс. Вот он приехал к моему отцу, к дедушке, и тот ему на сон грядущий вместо колыбельной спел песню «Вставай, страна огромная». Просто так, потому что мой отец сын фронтовика, ему привычно петь такие песни. Вот мой сын запомнил эту песню с первого раза. На следующий день он пел ее сам. А теперь уже сочиняет на ее основе гимны новой русской победы. Вот это патриотическое воспитание по-настоящему. Вот это может делать каждый из нас, передавая ген победы, передавая память и вот эти сакральные формулы победителей нашим детям, молодому поколению, всем вокруг нас. И этому способствует партия Родина, которая несет эти сакральные формулы в себе. В этом наша сила, в этом наша миссия, и в этом залог нашей будущей победы. И в заключение я бы хотел сказать, что наш социал-патриотический концепт, идеологический концепт, основанный на приоритете национального единства и социального государства, на мой взгляд, необходимо усилить мощным антифашистским блоком. Потому что мы видим, что фашистские технологии, они не меняются, они непременно направлены против России, против русских, против всех народов Российской Федерации, против русского мира в целом. И мы должны стать авангардом антифашистского сопротивления, чтобы победить новую либерал-фашистскую гадину, под какой бы мордой она ни вылезала на свет. Я уверен, мы победим, потому что мы партия Родина, и на нашем знамени кремлевская звезда и священные слова «Россия, Родина, победа!»